памятник неизвестному солдату – мемориал советским воинам, которые пали в боях за Родину, но чьи имена остались неизвестными. До сих пор в местах сражений поисковые отряды находят безымянные могилы. Многие погибшие солдаты потеряли свои имена, но не утратили честь. Подобные акции воспитывают у детей чувство патриотизма, учат уважать подвиг тех, кто защищал Родину от фашизма. Об этом стоит вспоминать и не забывать, потому что многие люди сложили головы, чтобы сейчас мы могли спокойно ходить, просто жить и ни в чем не нуждаться. В школе в целом в год пару раз точно нам организовывают классный час и рассказывают обо всем. Напоминают о том, что не стоит забывать ветеранов, помогать ветеранам. Мой прадед, братья, они все погибли, без вести пропали на территории Украины. И мы каждый раз в праздник вспоминаем о них. День Победы – символ безграничного мужества, стойкости и любви к родине. Из 55,5 тысяч воинов Абхазии, участвовавших в войне, больше 17 тысяч не вернулись домой. Наш долг – бережно хранить память о них, передавая из поколения в поколение. В эти дни в школах проводятся классные часы на тему войны, а дети славят героев в стихах и рассказах. С каждым днем становилось все горше. Шли без митингов и знамен, в окружении попал подорший наш потрепанный батальон. Зинка нас повела в атаку, пробивались по самые ржи, по воронкам и буеракам через смертные рубежи. Мы не ждали посмертной славы, мы со славой хотели жить. Так почему же в бинтах кровавых светлокосый солдат лежит? После возложения состоялась спортивная эстафета, в которой приняли участие ученики 5-11 классов 15 столичных школ. Дети показали настоящее мастерство, ловкость и волю к победе, а главное – умение поддержать друг друга. Среди образовательных учреждений победителями эстафеты стали 4-я и 6-я школы. Бронза досталась учащимся 13-й школы. Наша школа 6-я взяла 2-е место. Да, правда, волнительно было перед бегом. Ну, все-таки получилось. Что ты знаешь вообще о Великой Отечественной войне? Ну, то, что мне бабушка рассказывала про бабушку, она до сих пор жива. Она мне рассказывала насчет этого, говорила то, что было очень страшно. Она пряталась вот где только удавалось. По ней стреляли и все остальное, поэтому как-то не хочется, чтобы такое повторилось. Акция организована Управлением образования столичной администрации. Инициативу с энтузиазмом поддержали педагоги и сами дети. Из-за пандемии и ограничительных мер в этом году не было спартакиады между школами, и дети очень соскучились по соревнованиям. Старт положен. Дети интересуются, когда будут следующие соревнования. Они горят желанием, хотят, потому что именно соревнования между школ, они как-то вот очень-очень такие напряженные, и каждый ребенок за свою школу старается выступить как можно лучше. Я думаю, что это хорошее начинание, это воспитывает патриотизм, прежде всего любовь к своей школе, затем любовь к городу, затем к республике. То есть это все складывается с маленьких таких крупиночек и вырастает воспитание. Подобные патриотические акции посвящены героическому прошлому наших предков, ведь никто не забыт и ничто не забыто. Эсма Гуланзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение.